Правительство Российской Федерации расширило список организаций, которым предоставлено исключительное право экспорта сжиженного природного газа из России. В перечень вошла дочка «Газпрома» «Газпром Газонефтепродукт Холдинг». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как следует из документа, изменения в закон внесены для стимулирования роста производства сжиженного природного газа в Арктике. В настоящее время правом экспорта СПГ обладают «Газпром», «Газпром-Экспорт», «Роснефть», а также дочерние предприятия «Новатэк», «Ямал-СПГ», «Арктик-СПГ-1», «Арктик-СПГ-2», «Арктик-СПГ-3». В соответствии с действующим законодательством, исключительное право на экспорт СПГ предоставляется компаниям, доля государственного участия в которых превышает 50%. Необходимым условием также является обязательство по строительству СПГ-завода либо транспортировка добытого газа на такой завод. Компании, ведущие добычу и производство драгметаллов на территории Российской Федерации, могут быть освобождены от уплаты НДС 2022 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на слова замминистра финансов Алексея Моисеева. Для освобождения золота от НДС в первую очередь должна быть внедрена государственная система контроля за оборотом драгметаллов. В качестве одной из таких мер с 1 декабря 2020 года в тестовом режиме начнет работать система маркировки ювелирных изделий. При этом обязательная маркировка продукции из драгметаллов будет введена с июня 2021 года. Если нововведение докажет свою эффективность, тогда уже в 2022 году правительство Российской Федерации может перейти к рассмотрению проекта об отмене НДС. Компания «Алроса» не планирует серьезных объемов продажи алмазов в Гохран в этом году, но может воспользоваться данной опцией в 2021 году в случае ухудшения рыночной ситуации. Как отметили в руководстве компании, ликвидность находится на высоком уровне. В текущий момент «Алроса» чувствует себя комфортно без использования этой опции. В октябре глава «Алроса» Сергей Иванов на встрече с президентом сообщал, что компания рассчитывает в ближайшее время договориться с Минфином о закупке алмазов в Гохран. Компания «Алроса» информационные технологии в онлайн-формате определила проекты, с которыми будет сотрудничать для решения различных технологических задач. На трек компании было подано самое большое количество заявок в рамках всероссийского конкурса «Стартап-экспедиция Б8». Из 83 заявок на финальную питч-сессию были отобраны 20 проектов, 7 из которых прошли в финал. В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране стартап-экспедицию Б8 провели в онлайн-формате, что позволило значительно расширить географию участников. Заявки на конкурс были поданы из 40 городов в 34 регионах России. Первая стартап-экспедиция проходила с октября по декабрь 2019 года в очном формате. Аукционный дом для продвижения местной продукции планирует создать в Якутии. Электронная торговая площадка увеличит доступность инструментов финансового рынка для продвижения продукции местного производства и обеспечит приток налоговых поступлений. Отмечается, что в развитии местной промышленности наибольший потенциал имеют лес, пушнина, оленина и бивни мамонта. Ранее вопрос создания республиканского аукционного дома обсуждался в рамках урегулирования рынка продажи бивня мамонта и обеспечения легального экспорта. В перспективе он может стать торговой площадкой для всех местных товаропроизводителей. Минтруд опубликовал законопроект, предполагающий продлить до конца 2021 года действие особых противоэпидемических правил для трудящихся на территории России вахтовым методом. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Напомним, что с мая этого года в стране введены ограничительные меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Предприятия, нанимающие вахтовых рабочих, должны соблюдать все противоэпидемические требования и при необходимости продлевать сроки прохождения вахты. Это были новости экономики на Якутия-24. Выпуск подготовила Нургуяна Иванова.